Was braucht man heute für eine günstige Hausratversicherung? Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Как меня видно, как меня слышно? Ва алейкум салам. Амир Нерги, ва алейкум салам. Дику дал бухастам, ва алейкум салам. Просто смешное. Так, слышно, Биг Босс, слышно отлично, видимо, да? Ва алейкум салам, гушу хэшу. Вильквес вилькульта. Все окей. Бисмиллахи рахмани рахим. Сейчас начнем тогда. Чуть-чуть подождем, пока соберутся. Эфир по Москве в 22. Анастасия, ва алейкум салам. Сенатор, ва алейкум салам. Вы все заметите, сенатор. Ва алейкум салам. Ильшат, приветствую. Маршал Хуль, Чино, ты, как всегда, на месте. ТЛ Бергер, ва алейкум салам. Мокш Амерша Адал Бухастам. Маршал Хуль, ночи антиприкол. Да, Анастасия, мне тоже нравится маечка. Да, правильно, Чино. Держать надо позиции. Артур Процан, щиро вітаю, Артур. Бергер, дигду маязди, омичеру. Цавола маязди. Приветствую, Эдуард Аванесов, приветствую. الكويت سون حفائز باشنكو الخيت أسونا أنني مو الخيت. Что нового на фронте, Аслам, спрашивает БЗ. Все, пока, бьемся. Александр, Аслам, витаю, Александр. Посада Декар, ва алейкум салам. Так. Цауается, так, нормально, дом. Так, Элмегер, думага, Макс, гутен морген. Юрий, я Цюрию, гутен абенд. Синий кит, good morning. А может в Америке утро. كمير دائم تصدق غات دلشسن ميوحة دائم كامير دائم تصدق غات دلشسن يوي سوبر دلب إلى كاكلو يقودي. Прямой эфире Airwatch, качество юхн. Уж там прямой ханчикулер, но это настроить юсюга. Настроить майна дикхирду шадега далмула. Щиро вітаю, вільна Ічкерія, Роза Бронштейн. Дякую, Роза Бронштейн. Салам с Азербайджана. Салам, Азербайджан. Из Москвы. И Москве салам. Надо основно как на заставке костюме эфиры делать. Да. Будем делать. Так, всем привет. Всем привет. Малик Смит, Аслан, салам алейкум. У меня к вам вопрос. У вас есть паспорт Ичкерии? Да, есть. Ва алейкум салам. Война ВПЦ. Авала удадиз. Водвиз. Так, Crazy Money, футболки. Я верг милу. Гара Иса Муная, вукут явик. Гойшун.
Так, Амир Нальгиев. Аслан, недавно видел репортаж от Deutsche Welle. Там говорили, что хотят ограничить статус беженцев для чеченцев. Ты как человек, который там находится, что по этому поводу скажешь? И вообще, как там с кавказцами? Да, ну, бесполезно тут объяснять. Надо выходить на митинги, надо протестовать, надо собираться. Ну вот, почему-то мы очень слабо себя ведем в этом плане и не выходим. Очень плохая ситуация. Нас выдают по требованию, без требования, отказывают там, по формальным причинам отказывают. Не следуют духу закона иногда. К сожалению, немецкая власть следует букве закона, но вот духу закона не всегда следует. Поэтому вот такие вот дела. Надо выходить, и давно уже ограничиваются, высылаются именно чеченцы, потому что здесь работают как российские, вот эти пророссийские люди, которые приезжают здесь, компрометируют нас. Мы молчим, ну и вот результат налицо. Асбек, валейкум салам, Аслан. Сегодня молодо выглядишь. Да, помолодел. Так, гутен абенд. Ассаламу алейкум, Аслан. Прокомментируйте насчет замаха Лукашенко в Путина стулом. Детал. Я не видел. Алейкум салам, ДТЛ. Я не видел. Замахнулся, да? Окей, Аслан, кредит, дом и цермух в Европе. Сумца, я слышал, спрашивают, как ты смотришь на то, чтобы купить дом в Европе. Я слышал, что если у тебя нет другого жилья, там есть какие-то ограничения, разрешения, что в случае, если у тебя нет никакого другого жилья, то можно как бы приобрести в кредит дом. Но это я в этом не специалист, поэтому не буду настаивать. Шудеда, Аслан, ты знаком с Айханом Агаевым? Да, я знаком с Айханом Агаевым. Он является моим родственником по материнской линии, дальним. Безе, Аслан пишет, что Лукашенко бросил стул в Путина. Да? Бросил. Попал ли? Вот вопрос. Что думаешь о Цагараеве, мага? Думаю, если о тех муджахидах, о тех войнах наших Цагараевых, да, это были наши войны. Рубайте Мицаева. Аллах атту бойла Аслан, молодец, ворва цацбеш ад битари. Дейре сойл, Рубайте. Анастасия. Так, она к Чинху обращается. Так. Эдельвейс. Ассалам алейкум, Аслам. Прокомментируй поддержку Закаева за лидеров ингушского народа. Ну, лидеров я не знаю. Закаев выступил на митинге в Лондоне, на войнахском митинге, где были чеченцы и ингуши, призвал к миру, к созиданию, к согласию, к барту призвал. Что я считаю абсолютно правильно, мудро, очень хорошо поступил. Потому что нам с ингушами вообще никак. Так. YouTube. Ассалам алейкум, Аслан. Мокш ай Аслан Бексуал, твой зарехон, Котер Юштер, погиб в 2000 году. Алейкум салам. Дик мокш Валахинс. Дакца овсу. Войш хильмего. Далдек алвойле. К сожалению, не попал стулом, да? Ну, ничего, попытка еще будет. Тракторист. Ассалам алейкум, Аслан. Думаешь ли ты, что надо выявлять российских шпионов в Европе, которые компрометируют нормальных законопослушных чеченцев? Алейкум салам, тракторист. Конечно, нужно. Конечно. И это давно надо было делать. Конечно. Шпионам не место. В России и, например, если брать Германию,
у них как бы против друг друга по факту не ведется разведывательная деятельность. Цундейла, шпионов надо выявлять, конечно. Российские шпионы ничего хорошего не принесут. Так, инженер-конструктор. Аслан, что нового на политической арене у нашего правительства? Ну, я как бы не знаю, я так по Фейсбуку слежу. Я то, что видел, я скидывал сегодня к себе тут сюда на канал. Аминат Саиева, министр иностранных дел, сделала заявление по поводу событий в Панкийском ущелье. Ахмед Закаев поздравил избранного президента Зеленского. Ну, в принципе, пока так. Еще было какое-то там решение, уже внутреннее какое-то там, кто-то куда-то входит по деоккупации, какой-то комитет по деоккупации входит. Ну, вот так вот. Я как бы не в курсе. ДТЛ. Аслан, насчет паспорта Ичкерий курил до сих пор Умар или другой, ты там не в курсе? Ну, Умар не курьер, он как бы может взять эту заявку и передать, и проконтролировать это все. Но он до сих пор этим занимается, конечно. Умар из Берлина, Исмаилов, он этим занимается. Виктор Орлов, приветствую, Арслан. Кадыров знает твою деятельность? Приветствую, Виктор. Не знаю, знает или нет, но мне как-то все равно, не холодно, не жарко. Но я знаю про его деятельность. Так, сенатора Аслан, можно вам вопрос? Как вы относитесь к ворам в законе, которые курируют на постсоветском пространстве? Ну, смотрите, воры в законе, вообще институт воров в законе был введен в послереволюционное время, когда пошли массовые репрессии, да, и политические, когда попадали на зоны. И для того, чтобы их так много было, да, огромное количество расстреливалось, а еще больше ссылалось там в разные лагеря там ГУЛАГа. И для того, чтобы возглавить это все дело, так как если ты не можешь уничтожить, надо возглавить, да, это их принцип. Они своих вербовали более активных, смелых, потому что в тюрьме политические это люди, которые пассионарные, которые думают, да, в этом направлении, были соединившиеся с бандитами, которые тоже являются, тот же Сталин был таким же бандитом и соединился с Лениным, и у них получилась революция. Они сделали революцию. И вот они начали продвигать этих воров в законе, и все их люди были, ну, воры были, в принципе, полностью под контролем. Соответственно, вообще сам преступный мир, я преступность осуждаю, и также осуждаю вот этот институт воров в законе. Любой вор, если он более-менее авторитетный поднялся, он курируется спецслужбами, на мой взгляд. Большая часть, по крайней мере, точно. И поэтому как можно относиться к агентам КГБ, ФСБ? Тем более к бандитам. Ну, хотя и те бандиты, короче, бандиты в квадрате. Так, Азбек, если в недомерка начали бросаться стульями, дела у недоимперии, ее недофюрерка, думаю, швах. Да, дела абсолютно плохие, абсолютно. Даже не представляете, насколько плохие. Дела вообще катятся в тартарары. Как ты говоришь, Азбек, дела швах полностью. Россия на издыхании. Единственный сейчас способ – это начать массовые репрессии внутри страны, что очень трудно исполнить технически, да, практически трудно исполнить. Теоретически, да, все есть, исполнять. Но когда ты отдаешь приказ, например, на местах уже людей расстреливать, то это, ну, во-первых, вызывает недовольство самих тем, кто должен исполнять, нарушать, да, не как в Чечне же, да, дела. В Чечне почему так произошло? В Чечне
после стольких лет войны люди, которые были на той стороне, им предлагалась амнистия, и они уже фактически, уже смертники, да, они переходили на сторону русских, и им говорили: теперь убивай, с кем ты там раньше вместе воевал. Они начинали их убивать, и получается, в России на них заведены уголовные дела, они там пожизненные, там тяжкие статьи на них, и убивает их, и становится врагом чеченцев. И он попадает в капкан. И поэтому этим человеком, любой приказ отдал, он его выполняет. Это зависимый человек. В России не так. В России пока такой ситуации нет. Поэтому внутри начать, конечно, они начать хотят, будут начинать пока они точечно пока делают. Единственный выход — начать войну с кем-то, да, новую войну. И в Украине не получается, в Сирии особо тоже не клеится, да, хотя режим Асада он удержал. Скорее всего, будет начинать войну. А там посмотрим. Может, просто закроет. Посмотрим. Но то, что у него все меньше и меньше маневра остается, это видно абсолютно. И в итоге абсолютно 100% развал России, он неизбежен. В ближайшее время мы станем свидетелями развала России. И мы должны всячески этому способствовать. Имперская Россия должна быть уничтожена. Так что вот такие вот дела. Так, Артур Бертон, Аслан, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Артур. Раузов, когда будет рассказ про борьбу в Петербурге? Да, скоро будет. Я просто не успеваю, извините, я не успеваю. Так, меня попросили прочитать вопрос, который недалеко. Аслан, по поводу люстрации в войнах ВП, сотрудников силовых структур, а мы в курсе, что они другую работу не имеют, то есть опасность будет присутствовать, что их легко будет подкупить спецслужбами. Я не понял чуть-чуть вопроса. Опасность будет присутствовать, что их легко подкупить спецслужбами. Я ничего не совсем понял. Так, я перемотал, извиняюсь. Лунный свет. Приветствую Аслану и всем участникам чата. Все народы и нации объединяемся против общего врага, против имперской России. Добавлю, имперская. Написано Россия. Роза Бронштейн. Путин загнав магистраль нефтяную грязную нафту, все может быть глобальная катастрофа. Да, конечно, он может нанести глобальную катастрофу, но как только он нанесет глобальную катастрофу, это будет его конец. No comment. Аслан, какая у тебя цель? Чего ты добиваешься? У меня в описании под видео, под каждым видео написана моя цель. И на ютубе в конце там, да, написано, для чего я делаю. Я добиваюсь деоккупации своей страны и привлечения всех виновных бандитов, российских оккупантов, террористов, а также коллаборантов к ответственности. Так, Тони Монтана, ассаламу алейкум, Аслан. У тебя вышиванка, рубашка есть? В одном ролике была на тебе вышиванка. Ва алейкум салам, Тони Монтан. Да, есть. Мне подарил здесь в Гамбурге, в госпитале, в военном госпитале лечились украинские бойцы. Я их наведал как-то, и один из них мне подарил эту вышиванку. Боец, доброволец, который был тяжело ранен. Роберт Муту. Аслан, сколько в Грозном реально населения? Не буду. Седан, да, как двух стандартов по отношению к дикой дивизии и, к примеру, хороший вопрос, да, хороший вопрос, конечно. Но смотрите, Дудаев дикая дивизия, это одно, Дудаев имел цель, как он рассказывал, добиться, как он сделал, он полностью изменился, да, важно не как ты прожил, да, человек может всю жизнь там пить водку, там вести разгульный образ жизни,
а потом стать на праведный путь и умереть уже мусульманином, да, или там очень праведным человеком. А можно быть на той стороне, если на тебе нет там тяжких преступлений, то я думаю, на Дудаеве их не было, я уверен, их не было. И человек отдал свою жизнь, и те из дикой дивизии, которые также поступили, или те кадыровцы, которые так поступят, да, выйдя и искренне, беззаветно отдадутся, осознав всю пагубность того, что они делают, то, конечно же, они перестанут быть теми, кем были. Так, я перемотал опять. Сенатор А. Аслан, вы знаете, что такое ППК, что ППК создал КГБ СССР? Говорят, ИГИЛ тоже создан ФСБ, потому что видео игиловцев в интернете, военная одежда у всех российские. Знаете, там какая версия была вообще создания ИГИЛ? При Саддаме Хусейне была партия Баас. И в эту партию, одна партия создавалась по подобию КГБ, да, по инструкции, по консультации с КГБ, да, потому что Саддам Хусейн очень дружил с КГБ. И вот когда пришли американцы, вот эта партия, ихняя КГБ, да, вот эта партия БААС, как там Единая Россия, там, как, ну, все было пронизано этой БААС, в нее входил вот этот Аль-Багдади. И вот он, говорят, был связным, да, насколько это достоверно, я не могу сейчас вам сказать, но по оценкам он был связным. И получал информацию, да, тут получал, там передавал. Соответственно, связной человек располагает самым большим количеством информации. А если спецслужба туда вникла, именно к связному, она может строить какие угодно там схемы, махинации, а они вообще спецы в этом деле. Там что-то придумать там и как-то сделать. И вот партия БААС сперва создала, там у них были талибы, ну, приверженцы идеологии Талибана, Аль-Каиды. И потом, когда уже в Сирии началась война, они отправили туда группу поддержать сирийцев. И когда сирийцы уже хорошо там подняли сопротивление, усиленно начали сопротивляться, много мест отвоевали, они объявили об исламском государстве Ирака и Леванты. Это часть Сирии, да, она так называлась, ИГИЛ, она поэтому так называлась. Потом они ушли, бойцы ушли вперед, Ан-Нусра там разные и радикально. Начиналось вообще в Сирии-то, начинали демократические движения, были сопротивления. Но и Запад поддерживал там, да, эту революцию. Потом, когда Асад применил же грубую силу, люди радикализировались, да, и другого тебе не остается, когда тебя уничтожают, и ты радикализируешься, тебе или смерть, или плен. Люди предпочитают тогда, если умираешь, то идти в рай. И как бы идет радикализация. Хочешь, не хочешь этого, идет радикализация. Так вот, они придерживались норм международного права по обычаи, традиции войны они соблюдали. Потом у них уже тоже зашло далеко. И вот это ИГИЛ начали, те уходят вперед, те начинают захватывать их земли. Ну, как бы мы вместе завоевали, и у них стычки пошли. Потом провокации пошли. Появился Аль-Багдади, он сказал, что вот теперь им надо ему пресекать. Эти отказались, мы сказали, мы сирийцы, мы не будем никому пресекать. И вот такая вот заварушка получилась. И, конечно же, нет никакого сомнения, что ФСБ к этому приложила руку. Это однозначно. И туда засылались эти люди. Это они открыто показывали. Сирийские, асадовские вот эти боевики тренировались в Чечне, привозили их на вот этой базе, широко известной. Они это сами по телевизору показывали. И сирийское телевидение рассказывало, что ездили туда тренироваться, получать опыт. Но то, что тренируются, например, на этой базе, например, эти чеченцы, они в основном исполняют роль не воинов,
А телохранителей, их задача вот охранять там вип-персону, да, это такой вип-телохранители. Ну, конечно, они умеют вести боевые действия, но стратегию, разработка планов, как Дудаев умел, Масхадов умел, их этому не учат, да, для этого надо оканчивать академии. И русские не хотят этих людей, потому что знают, что могут в любой момент чеченцы, эти кадыровцы, перейти, как когда-то Масхадов, ну, Масхадов, Дудаев перешли, когда развалился Советский Союз и восстанавливали чеченцы восстанавливали государственность. И, конечно же, Россия, ФСБ принимает участие, посылает агентов, и все это делается, и это такое вот дело, куда не стоит никому лезть. Тракторист. Аслан, если коллаборанты убегут из Чечни при деоккупации, Чечне реально ли будет найти их, привлечь к ответственности? Если они попросят политического убежища, выдадут ли страны, где где они попросили убежища? Ну, например, тут выдают, например, чеченцев до сих пор выдают, что является грубейшим нарушением, выдают. А почему нам не выдадут? Если мы доставим, у нас будут все основания, мы не можем преследовать только лишь за то, что он кадыровец, да, или он какую-то должность занимал. Но если на нем есть преступление, да, за нем есть преступление, допустим, что он перешел на сторону врага, но если нет на него тяжких преступлений, то, конечно же, тогда Европа его не будет выдавать. Но если человек замешан в убийствах, если замешан в каких-то тяжких преступлениях, и мы можем это доказать, предоставить, то, конечно же, они выдадут. А если не выдадут, мы будем искать другие способы привлечения к ответственности. Но это уже потом. Так, Мила Дагин. Фархат, я уважаю Аслана, я всегда его смотрю. Мила Дагин, спасибо. Макс Гартнер. Ассаламу алейкум, Аслам. Бол бехтки хульт дейрейс хуль ва алейкум салам. Сегодня была массовая демонстрация в Австрии и Вене. Ичкерийские флаги украшали эту демонстрацию и доминировали. Вена была наша на сегодня. Да, я видел, очень было приятно видеть. Хусейна я там видел других наших ребят. Не буду пока называть их, но Никархо Ибраима могу назвать. Да? Так, всех видел, и вы молодцы, правильно, что делаете. Нам бы в Германии здесь почаще проводить эти протесты и акции. Так, господа, я перематываю опять очень много вопросов. Так. Ёкарный бабай. Аслан, среди наших немало этих отбросов, фанатов этого ИГИЛ. Даже среди уезжающих в Европу встречал людей, которые, перейдя границу ЕС, сразу сбривали усы и ставили на АУ черный флаг, и жизнь удалась. Да, были такие. И на самом деле многие не до конца понимали все этой системы. Да? Мы юридически немного не понимаем некоторых вещей. И мы находимся в таком тяжелом положении, что нам кажется, что любой, кто наносит... Во-первых, у нас получилось так, что над нами работали, и мы перевели эту войну, процентов они неверно переводить эту войну в это русло. И нам начали докладывать, что мы воюем против христианского мира, каких-то крестоносцев там, и так далее. Потом против иудеев, потом против всего мира и так далее. И люди просто запутались. И это огромная заслуга пропаганды российской. Мы должны это разъяснять. И надо понимать, что мы воюем за свою государственность, у нас национально-освободительная борьба. Мы не против кого-либо вообще, не по религиозному, не этническому, не расовому. Мы воюем, мы сражаемся, мы боремся в данный момент, мы ведем борьбу мирным путем за свободу своего государства. Все.
Мы ничего больше не хотим. Мы хотим жить в соответствии с международным правом и нашей Конституцией. И эти люди, конечно же, они немного не понимают. И надо разъяснять. Трудно, конечно, разъяснять, но что поделаешь, надо разъяснять этим ребятам, потому что это наши люди, и мы каждого должны попробовать вытащить из этого и спасти. Объяснить. Это несложно на самом деле, если чуть-чуть послушать. Так, Нохчеборж, Аслан, как ты относишься к Басаеву? Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Я к Басаеву отношусь как легендарному Басаеву, я отношусь как к герою нашего народа. Парис Н. Если чеченец начинает бороться с российской властью, с ним начинают бороться ФСБшные тролли и созданные им радикальные исламистские группировки, угрожая физическая расправа. Цели у них одинаковые. Да, я знаю. Им очень легко манипулировать. Я защищал людей, которые радикальных взглядов придерживаются. И всегда среди них, не всегда, по большей части, среди них самый набожный, самый, который в 5 утра встает и в мечети только делает утренний намаз, оказывался сотрудником, агентом ФСБ, который сливал. И потом в материалах дела это все было видно. Простые ребята, умные ребята, бывают чаще всего очень грамотные, образованные ребята, но вот довериться очень легко, когда ты владеешь чуть исламом, и ты вот это говоришь, и легко манипулировать такими людьми. Поэтому надо быть очень внимательным, очень-очень. Так, я опять перемотал, так что извините. Так, конечно, не мое, да, Виктор Орлов, конечно, не мое, просто так, это не мне. Маулют Алтынташ, под религиозными лозунгами джихада мировое сообщество не поддержит Чечню, только национально-освободительная борьба против империи российской. Да, совершенно верно, если ты, как можно поддержать, если ты объявляешь джихад до судного дня всему мировому сообществу. Конечно, против них объявляют войну, и они будут поддерживать. Идиотов нет нигде. И люди здесь думают о своей безопасности и хотят. Но если у нас нет такой цели, мы когда выходили, в 91-м году, мы просто забыли, что вообще-то война начиналась не ради того, чтобы показать, какие мы крутые воины, попасть в рай или объявить всему миру джихад. Нет. Война начиналась с очень простых вещей. Юридически обоснованное восстановление своей государственности, создание европейского цивилизованного государства, где права всех будут защищены. Об этом говорил Джохар Дудаев, об этом говорили другие наши лидеры. Но потом все потихоньку изменилось, когда радикализировались, и благодаря ошибкам тоже надо признавать, даже если это были наши лидеры, даже если они имеют большие заслуги, надо понимать, что и ошибки, и просчеты тоже были. А то, что у России очень сильная возможность влиять на умы, в этом они специалисты. Воевать Россия не умеет, на поле брани их доблесть мы все видели, но спецоперации, вербовка, манипуляция, искажение фактов, чисто то, что делает шайтан. Аузу билля. Это они специалисты. Это вообще, это их конек. Как врут они сейчас про Украину, вы видите, нагло. То же самое было про нашу страну, про Чечению. Нагло, открыто, без стыда, без совести. Поэтому вот такие вот дела. Арсен Хачатрян. Аслан, я слышал, что в Чечне жило много армян. Если это провод, то хотел бы узнать, какое отношение было с местным населением. Как соседи, как друзья, в этом роде. Арсен Хачатрян. Да, жило, конечно. У меня в классе учились 2-3 армян. Мой сосед был армянин, Были разные, конечно, И был армянин у нас тоже, который говорил на чеченском отлично. Может, не так много, потому что он был взрослый дядя, а я был маленький. Но я узнал, наверное, лет 15, что он не чеченец, что он армянин.
Отличное отношение было, никаких проблем не было. Ёкарный Бабай. Аслан, многие не понимают, но и понимать не хотят. Более того, нет даже мозгов, чтобы понять. Когда начинаешь им объяснять, начинают тебя считать каким-то кефиром, Иерусалим, Йохкарю и тому подобную дичь несут. Да, это очень сложно. У меня был случай, я тоже занимался активно объяснением людям, да, подождите, там, когда в Сирии вот это движение началось, подождите, в Сирии, да, там 600 миллионов арабов. Да у нас тяжелейшее положение, хуже нас положения нет ни у кого, не едьте в Сирию. И мне один парень сказал, что, когда я уже долго объяснял ему, зажал его в угол уже фактами, аргументами, да, аккуратно подвел его, что ему все-таки нельзя уходить воевать в Сирию, ни за что, тут надо свое дело вести, лучше в Европу уехать и там заниматься чем-то. На что он мне сказал, что когда тебя кто-то хочет отговорить от этого шага выйти на джихад, да, на священную войну, потому что только в Сирии самый чистый джихад, там якобы, то знай, что это шайтан. Короче говоря, ему заложили программу и поставили антивирус, что как бы ему ни объясняли, что вот аргумент, какой бы он золотой этот аргумент не был, то этот аргумент уже идет от шайтана. Аузубилля. Я остался без слов. Я сказал, вперед, давай тогда, я не шайтан, вперед, иди. Поэтому вот так идет обработка и объяснение, да, там колодцы роют, там, например, надо вырыть колодец, говорят, там, например, в Африке, и под это собираются деньги. Какие колодцы, да, понятно, надо помогать бедным, обездоленным, как нет никого обездоленного, просто вырыть колодец и жить за это, это просто невероятно просто, как люди. Давайте здесь соберем, подготовим здесь там студентов, для молодежи какой-нибудь. Вот Адам Дервишев имеет отличный проект, большой проект по подготовке молодежи для здесь в Европе, создать наших талантливых детей, собирать и вкладываться в них. Отличный проект. Нет, надо там куда-то отправить там и Иорданию, или куда, в Турцию, в Сирию, еще куда-то. Я не понимаю этих людей, просто не понимаю. Нам должны помогать, все арабские страны должны нам помогать. Все европейские страны нам должны помогать. Не мы. Мы вообще без ног, без рук, у нас страна оккупирована, у нас жесткий, тоталитарный, время большого террора установлено в Ичкерии Путиным. Я не понимаю этих людей. Так. Приветствую, Аслан. Джой Зузузу. Приветствую, Аслан. Посоветуй, пожалуйста, какую интересную литературу. Я пока сейчас занимаюсь литературой Абдурахмана Автурханова. Кстати, советую. Это отличная литература. Много у него есть. Абдурахман Автурханов, профессор, антисоветчик. Я занимаюсь чтением этой и просто иногда не могу оторваться. Очень занимательно, очень интересно. Макс Гартнер, давайте сперва поможем себе, вернем государственность. И все. Да, давайте вернем государственность. Давайте у нас будет правительство не в экзиле, а у нас будет оно в Чечне. И тогда давайте ходить по мечетям, по улицам, собирать деньги и отправлять и на колодцы, и там разные там другие вещи. С удовольствием. Так, да, на футболке Иса Мунаев. Иса Мунаев на футболке. Торрен Старк. Аслан, какая альтернатива у нас будет, когда свергнем власть? Свободное демократическое государство построить. Вот какая у нас будет альтернатива. Другой альтернативы нет. Карл Горвальд. Нам ФСБ навязывает арабский мир.
Да? Добрый вечер, Аслан. Сергей Питон. Добрый. Скажи, пожалуйста, смотрел ли ты украинских блогеров? Если да, то каких? Да, почти многих смотрел. Сейчас, если кого-то не назову, могут обидеться. Многих смотрел. Дедуська смотрю. Вот сегодня тоже смотрел. Киевскую Русь, Луганский, Полтава, ну, кто там, ну, всех. Интервату, ну, всех, там какие только есть, все отличные, просто молодцы все. Шеше, в интернете есть книги Авторхан? Да, есть. Абдурахман Авторханов, конечно, есть. Кстати, я уже говорил об этом, еще раз скажу, мне вот перевод сейчас озвучивают книгу «Загадки смерти Сталина». Очень интересно, очень познавательно. Можно проводить параллели с сегодняшним этим недоцарем. И я надеюсь, что результат будет таким же. И мне сейчас озвучивают ее, и я буду делать из этого ролик. Если кто хочет, я могу ему отправить и может сам сделать с этого ролик. Это несколько глав. Поэтому будет очень интересно. Вильд Фокс. Ассаламу алейкум. Видел интервью Закаева по поводу беженцев в Германии и Европе с Чечни? Да, видел. Ва алейкум салам. Шудеда, ладно, задам свой вопрос. Третий раз. Аслан, кто сказал, что Успахаджиев ислам не убивал чеченцев-предателей? Я сказал, знаете как, целенаправленно не убивал. У него было такое, я разговаривал с сотрудниками Ачхой-Мартановской полиции, и они тоже о нем отзывались как бы благосклонно. Я не сказал, что он вообще, может быть, он кого-то уничтожал, но он это делал в обход, пытаясь не наносить им вреда, потому что враг русский. Но целенаправленно он избегал. Из-за этого даже у него были конфликты с Докой Умаровым, по-моему, и как бы другие убивают, почему ты не убиваешь. Ну, это как бы может выглядеть, что ты как бы хочешь себя так обезопасить, наверное. Хотя он это делал, я уверен, из других целей. Так, Олег Станкевич. Я про Авторханова впервые узнал из книг Суворова-Резуна, где он назвал его учителя. Да, между прочим, да, Суворов его назвал так. И Пол Гобл, который сегодня не смог этот ролик, мне не смогли его доделать, наверное, завтра его выложу, он тоже сказал, что он его считает своим учителем. Абдурахман Авторханов является огромного количества людей учителем в этом плане. Он провел колоссальную работу здесь. Он просто всю свою жизнь, он прожил долгую, интересную жизнь, он всю свою жизнь посвятил вот борьбе вот с этой КГБшной злом, был большим таким антисоветчиком. Является одним из создателя радио «Свобода». Тогда это радио в первый раз, когда появилось, оно называлось «Возрождение». И вот Абдурахман Авторханов является отцом-основателем этого радио, одним из отцом-основателем. Так, Маждада, Аслан, самая твоя большая ошибка — не привлек людей бородой. К сожалению, борода у многих орган мышления. Борода, а не мозг. В следующий раз накинь алжирский халат и чему, и ты увидишь, рыбки заклюют. Важно не количество, а качество. Маждад, я знаю, что ты шутишь. Артур Бертон, информация по Ингушетии. Аслан, вы знаете? Нет, Артур Бертон, я не знаю. Жора Майер. Кадыров выделил 12 миллионов на восстановление мечетей в Сирии, а чеченцы в Чечне не могут оплатить коммунальные услуги. Это так же, как и колодцы. Да, это Кадыров, это вообще обсуждать даже. Аслан, тут оскорбляет аварцев, реагирует, Мурат Адамов. Так, господа, никого оскорблять не может, тем более наших братьев аварцев. По национальности. Если у вас есть конкретно с кем-то вопросы, решайте, но только не трогайте всю национальность. Раз. Во-вторых, модераторы, пожалуйста, реагируйте. Лунный свет. Аслан, может более подробно рассказать о жизни Исы Мунаева?
Я не могу сейчас много чего рассказать про Ису Минаева. Я знаю, что это наш генерал, что был комендантом Джахара, города Джахара, ну, погиб в Украине. Так, я опять перемотаю, господа. Если хотите, то в суперчат вопрос, чтобы я увидел. ИКХ, ассалам алейкум, асан. Есть такой мерзкий подлец, блогер из Украины. Зовут его Евгений Вольнов. Он задевает чеченцев, религию грязными словами. Может, обратишься к блогерам из Украины, чтобы как-то повлиять, наверное. Да, алейкум салам. Да, Евгений Вольнов, до особенно русско-украинской войны, абсолютно вот чисто вот по-шовинистически, просто преступно оскорблял и ислам, и кавказцев, ну, вообще по национальному признаку. Такого человека не надо обращаться вот как блогеру, да. Такой человек заслуживает подать на него в суд иск. И я бы советовал тем кавказцам, которые проживают в Украине, мусульманам, которых там оскорбляют, вырезать эти ролики, составить хороший иск и пойти просто подать на этого человека в суд и засудить его к чертовой бабушке. Если оштрафуют или пускай его накажут. Это очень хамское поведение, которое непозволительно просто. Знаю я этого Вольного. Так, кстати, Асан, что скажешь насчет убийства отца одного из чеченских бойцов ММА в Москве 5 дней назад, Талио? Это, по-моему, не чеченского бойца отец, а дагестанского. Ну, это российская полиция, все, что можно сказать, да. Конечно, они это могут. Кавказец, они не смотрят, да. Был один летчик-испытатель, да, герой, по-моему, Советского Союза, Дагестане, Толбоев, по-моему, фамилия. Его тоже менты как-то отмутузили, хотя он там такой весь герой. Да, кавказцев для московских ментов, для российских ментов, для вообще российского общества шовинизм, фашизм, это часть культуры. Это часть культуры. К сожалению. Так. Волк, сенатор, так, это не ко мне. Аслан, так, Стас. Аслан, я раньше уважал вас, но в последнее время все больше русофобии от вас исходит. Стас. Ну, извините за констатацию факта. Фобии у меня нет, я просто констатирую факт. Извините. Именно к русским я много раз заявлял и говорю, конкретно к русским нет, но вот проявлению фашизма, имперства, шовинизма, извините, я об этом буду говорить, кому бы это не нравилось. Амир Наргиев, Аслан, кумыки воевали на стороне Ичкерии. Я просто слышал, что есть села кумыков в Чечне, а про Ногайский батальон слышал и про кумыкский нет. Ну, кумыки, конечно, есть, в Чечении есть кумыки, они говорят отлично по-чеченски. Со мной учился парень, сейчас работает в прокуратуре, он в Джахаре, в оккупированном Джахаре. У него отец кумык, а мама чеченка. Он отлично говорил по-чеченски, и его отец говорил по-чеченски. Как бы много таких, да, живут, есть такие. И нагайцы, конечно, есть. И нагайцы тоже воевали, и кумыки воевали, да. Ну как, и на этой стороне, и на той стороне, все везде у всех были. Ну почему-то мы любим говорить, да, изом там такой-то, сякой-то, хотя на этой стороне тоже воевали кумыки. Я уверен в этом. Так, дневник необычного кавказца. Ты же мужчина, ты же мусульманин, ты кавказец. Давай, приезжай сюда, скажи Рамзану, что ты будешь про него, ты же не трус. Что ты там сидишь в Европе и умничаешь, как там лучше жить. Дневник необычного кавказца. Дневник, давай Кадыров сюда ко мне приедет. Мы с ним почти одного возраста, без своей охраны. Он мастер спорта по боксу, я не мастер спорта по боксу. Давай пускай приезжает Кадыров, я с ним один на один, по-мужски. Давай так. А что,
120-150 тысяч российских оккупационную армию, вокруг головорезы, и я приеду и скажу, нет таких дебилов, нету, Вася, нету. Приезжай сюда, ты приезжай, он приезжай, спарринг устроим, как угодно. Болтать не вредно. Так, перемотаю. Султан Алиевич, Аслан, давно не живешь в Чечне? Да, я в Чечне не живу уже с 95-го года. Да. 24 года я не живу в Чечне. Так, Эдуард Мамедов. Салам, Аслан. Как вы думаете, возможно в правительстве Ичкерии варяги? Как вы думаете, возможно в правительстве... Не понял. Салам, Эдуард. Я не понял вопроса. Ричард Сваровский. Аслан, Удугов предатель. Я не знаю про Удугова. Было бы хорошо, если бы он вел бы другую деятельность, я бы сказал бы. Так, дневник ты дешевка, говорит Жора Майер. Талио, я КМС по боксу и готов по разам с Рамзанкой. Бой на ножах устроим, ала, шудеда. Да на любых видах спорта, любых. Так, Амел, да, это просто хабарш мадиц, цаули, даули, руиц. Может мне самому, чтобы вас не беспокоить, подключить провода и током чуть-чуть себя побить. Так. В Европе ФСБ, путлеровская Россия поддерживает антииммигрантские настроения и радикалов, белое братство, накачивает беженцев Европы, именно Россия и на востоке ФСБ слывут защитниками ислама, антирашизму, сказать. Да. Так, Роберт Муту, Аслан, третья чеченская, если будет, не дай бог, то из Украины приедет в Ичкерию 100 тысяч добровольцев, это минимум. Роберт, но она не третья чеченская, это тоже пропаганда. Это, если она будет, ее не будет, иншаллах. А это первые две назывались российско-чеченские войны. И третья российско-чеченская не будет. Да? Мы, чеченцы, начиная с Ельцина, когда Ельцин хотел Яндарбиева посадить напротив Завгаева, хотели сделать чеченизацию конфликта. Именно поэтому я делал эти обращения, чтобы не сводили все к кадыровцам и кадыровым. Среди кадыровцев есть нормальные люди, которые по разным причинам попали в это. И есть, конечно, преступники. Но мы даже этих преступников не можем переключаться. А потом уже дальше они всячески пытались это сделать. И сейчас тоже, даже в названии в самом чеченская война, да, они называют ее, они хотят представить ее как будто внутричеченская, это, да, не чеченцы на чеченцев напали, это российско-чеченская война. Есть кому угодно, как это называет уважаемый Хусейн Исханов, это русско-чеченская война. И третьей войны не будет. Но 100 тысяч добровольцев из Украины нам нужны. Я объясню для чего. Для миротворческого контингента. С Грузии и с Украины мы с удовольствием примем голубые каски, которые станут на нашей территории, полностью разведут, чтобы мы не устроили никакую резню, чтобы вот наши очень-очень сильно заслуженно обиженный наш народ, заслуженно оскорбленный наш народ не устроил массовую резню вот над этими головорезами, предателями, которые перешли на сторону врага, которые пытают людей, убивают людей, оскорбляют, унижают, ну все что угодно делают. Вот для этого нам понадобится украинские 100 тысяч добровольцев, потому что там реально надо будет 100 тысяч, потому что чеченцы очень обозлены. И вот мы проведем выборы президента, парламента, и вот тогда наступит мир. И вы будете нашими гостями. Воевать вам не придется. Просто придется улыбчиво всем объяснять. Так, дорогие чеченцы, не лезем туда, соблюдаем закон. Выполнять полицейские функции. И мы вам будем очень рады. Так что готовьтесь, уважаемые украинцы, вам придется быть миротворцами. Наш миротворческий батальон у вас, от вас потребуется много миротворцев для нас. Кавказ. Аслан, почему чеченцы не боятся русни, а весь мир, по их мнению, боится?
Ну, я не знаю. Ну, чеченцы же никого не боятся. Мы же чеченцы. Тик Аблас, как ты оценишь выступление Закаева на митинге Гуше в Лондоне? И так я не понял, что хотел сказать глава правительства ЧРИ. Но он призывал к башту. Башт Хальбаярква. Смотрите, вообще, когда мы обсуждаем вот эту границу, и мы говорим, нет, это наша земля, нет, это ваша земля, когда мы начинаем эти вещи говорить, автоматически мы признаем оккупационную власть или марионеточную установленную власть. Да? Нету никакой власти, ничего нет юридической силы. На сегодняшний день в Чечне действует закон военного времени, который Масхадов подписал в 1999 году, и до того, как новый руководитель, новый глава государства или руководитель государства не подпишет там прекращение этого действия, другие законы у нас не действуют. Ну, мы живем по закону военного времени. И все, что подписал Кадыров, все, что подписали другие эти люди, они не имеют никакой юридической силы. Это вот 100-миллионно-процентный факт. Все. И когда мы говорим, что вот там мы там против этого подписания, это наша земля. Нет. Когда уйдут российские оккупанты, мы скажем ингушам, вот Аушев, вот Масхадов, ой, Дудаев. Вот договор, господа. И сядем, как братья, решим. А до тех пор нет никакого смысла. И тролли нас там стравливают, там, ведут против нас борьбу. Не поддавайтесь провокации. Именно об этом сказал Ахмед Закаев. Он сказал, он показал, очень мудрый и такой нужный шаг сделал. Так, я перемотаю, господа, извиняюсь. Так, Михаил Лепилин. Аслан, скажи, кто будет платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам, когда вы отделитесь от России? Ну, во-первых, мы отделимся от России. Давайте правильно формулировать. Мы оккупированы. Когда мы деоккупируемся, да, когда вы уберете своих этих головорезов с нашей территории, то, конечно же, наше правительство будет платить. Но учитывайте тот факт, что люди на сегодняшний день и в оккупированной, и в советское время работали на Советский Союз и на Россию на сегодняшний день работают. Соответственно, кто эти люди имеют стаж, и за этот период Россия обязана платить эти пенсии, потому что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. И, например, мои родители, там, дедушки, бабушки, они имеют право на пенсию, и там есть ветераны, там. А так как Россия взяла на себя все обязательства, она, конечно, будет платить. Ну и мы, конечно, будем платить. Конечно, без вопросов. Мы будем платить. У нас будут супер условия, да, мы разработаем супер. Просто надо нас оставить в покое. Дайте нам вздохнуть. У нас не будет минимальный уровень коррупции будет, и мы будем жить отлично. Так, я немного перемотаю. Макс Гартен, давайте украинцев и грузин миротворцев назовем желто-балакитные каски, а не голубые, чтобы не обидеть дружественных украинцев и грузин. Это ничего в этом нет, это нормальное название, в мире принято. Ты один не построишь государство, говорит, много цифр в нике. Один нет, конечно, вы не представляете, какой у нас потенциал. Ребята, вы нас просто недооцениваете, у нас огромнейший потенциал. Ситуация изменилась в корне, понимаете, мы уже здесь 20 лет в Европе, у нас здесь кадры есть, да? У нас в самой Ичкерии есть, эти же люди разъехались, да, в житье в оккупированной Ичкерии, для людей нормальных условий нет. И многие получали образование в самой России, получали образование время, имея, не военное время, получали в самой оккупированной Чечне. Здесь, в Европе, мы все, когда соберемся, когда люди поверят в свои силы, когда Россия сейчас ослабнет со дня на день, иншаллах, у нас огромный потенциал. Я не буду ничего строить, я не способен ничего построить. Я могу только там дом построить максимум. Но у нас есть мозги, супер мозги, я их знаю. И они все сделают, господа, не волнуйтесь. Иншаллах. Ситуация изменилась в корне. Так, Эдуард Мамедов. Аслан, приглашаю в Вашингтон и станцевать лезгинку рядом с Капитолием, хотя я уже не молодой.
Обязательно, спасибо за приглашение, Эдуард. Обязательно приеду. Я не очень хорошо танцую лезгинку, но что-нибудь мы забацаем. Так. Гагик Магомедов. Аслан, салам вам из Дагестана и украинцам салам. Салам, Дагестан, салам, Гагик. Степной волк. По Европе от самнох чичу. Гоцадин сун. Я не остался один сун. Ам кич омар на година сун. Маждада. Не буду переводить. В Ичкерии есть нефть, спрашивает Кит Муркит. Да, есть, но у нас самая большая нефть – это наши мозги. Мы очень конкурентоспособная нация. У нас огромный потенциал. Мы за эти годы войны, за эти годы репрессий, за геноциды, которые мы пережили, мы выработали очень сильную возможность к выживанию. Я абсолютно уверен, если дать нам равные шансы со всеми народами, которые мы получим в конце концов, мы просто за 5-10 лет взлетим, и будет супер крутая страна у нас. Абсолютно гостеприимная, отличная, цивилизованная страна. И мы это сделаем. Ни на секунду я в этом не сомневаюсь. Это абсолютно будет. Я верю в чеченцев. Больше, чем в себя в них верю. Так, Аслан, Чирии это светское государство или шариатское? Джаскую Местрин. Чирии имеет конституцию и соблюдает международное право. Я не знаю, что ты вкладываешь в шариатское и что ты вкладываешь в светское. Да? Надо в этом вопросе, я уже много раз отвечал, мне вот так закручивают эти вопросы, поэтому буду тоже закрученно отвечать. Так, Аслан, для того, чтобы Россия отдала. Не понял? Тракторист. Аслан, не считаешь ли ты, что наша борьба началась в 90-х, потому что чеченский народ устал от высокой коррупции и безработицы? Ведь первый митинг по поводу этих двух причин, так сказать, революция рабочего класса. Потому что чеченский народ устал от высокой коррупции и безработицы. Ведь первый митинг по поводу этих двух причин. Да, тракторист, это тоже была одна из причин, конечно. Но когда повеял ветер свободы, дух свободы, да, когда мы реально подумали, что Россия становится свободной, демократической страной, мы решили восстановить нашу долгожданную мечту, нашу государственность мы решили восстановить, и мы ее восстановили. И дело было не только в коррупции, хотя она тоже, конечно, имела большое значение, как и сейчас она имеет, да. Сейчас, просто коррупция зашкаливает. Ты приходишь получать номера, ты уже просто официально, ты уже открыто платишь деньги. Ты не можешь не заплатить. В Москве, например, с этой коррупцией как-то боролись, там какие-то там номерки получаешь, в очереди сидишь. Там как-то это было, как-то более-менее урегулировано было. Но при всем при этом была коррупция. Я знаю, можно было там дать взятку, и тебя там какой-нибудь решало там на улице, мог быстро решить, пока ты сидишь в машине, тебе принести номера. Или снять с учета, или поставить на учет и так далее. А в оккупированной Ичкерии совсем по-другому. И, конечно, была причина того, что коррупция большое значение имеет. Но я думаю, основной причиной была то, что мы хотели восстановить государственность. Так, Пенек Московский, как обычно. Ассаламу алейкум всем. Кто мне спецура приходила? Ко мне спецура приходила, Аслан. Ва алейкум салам. Ого, интересно. Ты донатишь, видимо, тебе решили не донать мне больше, Бруда. Соваш, не делай этого. Если по поводу, может быть, и не по поводу меня к тебе приходила, иду давай напиши мне, пообщаемся на эту тему. В личку. Почему у нас в Чирии министр женщина? Джескуис Месрин. Джескуис Месрин. Если ты мужчина, я по нику не могу понять, давай прояви себя. Кадры нужны, прояви, открой лицо, заяви. Покажи, что ты лучше Аминат Саиевой, и я уверен, тебя Ахмед Закаев найдет какую-нибудь подходящую должность. Вперед, дерзай.
Муса Темишев говорит, ты молодец, призови чеченцев побольше создавать видеоблоги. Призываю. Руслан Картоев. Аслан, Ичкерия будет союзником для США? Если спросить меня, да, то будет. Конечно, будет. Было бы хорошо, если бы было. Искандер УА. Ассаламу алейкум, Аслан. Вопрос, где можно купить футболку, то, что на тебе? Ва алейкум салам, Искандер. И мне ее подарили. Я ездил ездил в Украину, и мы там проводили митинг на 6 сентября, День независимости Ичкерии. И там мне наши ребята, которые там из батальона, короче говоря, подарили вот эту футболку. Я ее не покупал. Йокарный бабай, Аслан, если Илон Маск приведет Чечню и станет строить всякие солнечные батареи, заводу по выпуску машин Тесла и так далее, наша быдло соберется и прогонит его из республики. А все потому, что у него нет бороды. Нет, у нас будет соблюдение закона. Я уверен, что после того, что сейчас чеченцы пережили, чеченцы должны осознать, что, да, что если мы не соблюдаем закон, мы возвращаемся вот в эту тиранию. Поэтому мы сами должны, я верю в благоразумие чеченцев, что они поймут, что нам надо всячески попробовать соблюдать закон и очень-очень аккуратно соблюдать, потому что это наш закон. Так, я перемотаю, господа хорошие. Так, так, нет, не мне. Сенатор, да, я из Азербайджана. Азербайджан, это плохо, как то имя и так далее. Так, Ичкерия будет союзником с кем угодно, лишь бы воевали против единого врага Русни. Руслан СБУ, классная футболка, Иса герой Украины. Спасибо. Да, Иса герой. И Ичкерии тоже. Так, Абу Умар Шишани, у вас спроси, все на ФСБ работают. Да. Ну, можно работать открыто, можно осознавая, что, да, ты работаешь, а можно быть полезным идиотом, что тоже, как говорится, простота хуже воровства. Быть дураком в нашей ситуации тоже, я скажу, не очень хорошее дело. Курт Хамбург. Аслан, смотрю тебя и понимаю, вы достойный сын своего народа. Спасибо, Курт Хамбург. Я так понимаю, Курт, вы в Гамбурге, да? Поход Басаева поставил крест на независимости Ичкерии. Арсений говорит. Нет, поход Басаева не поставил крест. Россия в любом случае напала бы. Независимость. Пошел бы туда Басаев или нет. Конечно, наверное, не стоило идти. Но перед теми женщинами и детьми, которых спас Басаев и его отряд, который вывел из-под российских бомбежек и спас, я бы не смог бы им сказать. Вот им, да, я считаю, это, конечно, ошибка, сейчас я это тут заявляю, но если эти женщины, дети, которые уже взрослые мужчины, наверное, которых он спас, вот этот отряд, их попросили дагестанцы, Багаудин попросил помочь им пробить коридор, чтобы можно было вывести женщин и детей. Так вот, если бы они передо мной были бы, у меня бы язык не повернулся им сказать, что Басаеву не надо было туда идти. Так что война началась не поэтому. Казусом Белли поход в Дагестан не являлся. Когда российский официально Путин их поддерживает, там посылает им любовные флюиды вот этим террористам, которые находятся на Донбассе и Луганске. Наш президент осудил этот поход, да, и государство к этому не имело никакого отношения. И казусом Белли, поводом, юридическим поводом к войне это не являлось. И именно для того, чтобы это был поводом к войне, пришлось в Москве взорвать дома, потому что Масхадов сказал, что мы не имеем к этому отношения. На митинге открыто выступил и сказал, и для европейских стран показать им, что являются мы бандиты, террористы, и что с нами надо бороться,
Путин, Патрушев и вот эта бандитская кодла взорвали своих граждан в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. В Рязани 2 ФСБшников задержали. 307 русских людей, россиян, Путиным, Патрушевым, который это дело прикрывал, Шойгу, который сейчас является министром обороны, Здановичем и другими бандитами, террористами, убийцами были убиты. И именно это послужило поводом к войне. А в 1998 году, когда я еще учился в Санкт-Петербургском государственном университете, нас уже готовили тогда и склоняли к сотрудничеству ФСБ. И мне лично заявлял сотрудник ФСБ, что давай с нами сотрудничай, и после этого мы тебя отправим в Чечню. Какого, спрашивается, черта отправлять человека в Чечню, если ты не хочешь там как-то влиять? Вот. Я был отчислен, забегая вперед, скажу. Некоторые не отчислены и продолжают нести службу. Всем передаю своим однокурсникам большой привет. Да. Так, Курт Хамб, Аслан, смотрю тебя и понимаю. Так, это уже было. Так, ассалам алейкум, Аслан, из Франции тебе. Ва алейкум салам, Франция. Так, я перемотаю, господа. Так. Муса Ивлоев, ассалам алейкум. Ва алейкум салам, Муса. Чири, Ичкерия против русского терроризма. Совершенно верно, Чири. Жорж Харрисон, Астан, ассалам алейкум. 3-й раз задаю этот вопрос. Что думаешь о Чубайсе? Какую роль он интересно играет в правлении России? Не кажется тебе, что этот человек как теневой управленец? Нет. Ва алейкум салам. Это что Игорь Чубайс, что его брат являются агентами ФСБ. Абсолютно уверен. Также агентом ФСБ является Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот я бы хотел бы тоже сделать объявление по этому поводу и заявить. Дмитрий Анатольевич Медведев преподавал у меня в 96-99 годы, 96-97, 97, 98, 98, 99 годы, преподавал у меня в Санкт-Петербургском государственном университете гражданское право. Вел семинары, лекции у нас читал профессор Сергеев, а семинары у нашей 3-й группы вел Дмитрий Анатольевич Медведев. Так вот, меня в 1998 году Федеральная служба безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начала активно склонять к сотрудничеству. Я отписывался, отбрыкивался, юлил, крутил, вертел, чтобы меня не отчислили. Но это меня не спасло. И когда я пришел на экзамен по гражданскому праву в конце 3-го курса, в списке у Сергеева, профессора Сергеева, оказалась моя фамилия недопущенного к экзаменам. Для того, чтобы прийти к экзамену, у меня не должно было быть хвостов, там, пропусков у Дмитрия Медведева. Хвостов, пропусков у меня не было. Я постарался найти Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев убежал от меня. Там у нас такой закрытый квадратный такой двор был в университете на 22-й линии Васильевского острова Санкт-Петербурга. Вот они заезжали туда, преподаватели, и машины ставили туда. И только преподаватели могли туда войти. Видимо, у них был ключ. И вот этот Дмитрий Анатольевич, я бежал за ним, он сбежал и больше в университете не появлялся, пока приказ об отчислении не был мне повешен. Я много писал, много жаловался, дошел до Вербицкой, до ректора, и Вербицкая сказала мне, что не пиши жалобы, ладно, короче, она еврейка, я ей объяснил, что раньше евреев угнетали, сейчас чеченцев угнетают. Там сидел сотрудник ФСБ, когда я с ней разговаривал, там сидела новая наша замдекана Шевелева, и мне сказали, что мы тебя оставить не можем, так как ты пишешь жалобы, а я сказал, я до Европейского суда дойду, я буду жаловаться. Слава Богу, заявление писать меня научили. К 3-му курсу я уже это умел делать. И мне тогда сказали, ладно, мы, отчислять тебя не будем, потому что если тебя отчисляют, ты не можешь восстановиться. Можешь просто взять академический отпуск, потому что учиться мы тебе тут не дадим. И именно Дмитрий Анатольевич Медведев
является с того момента, для меня лично, я для себя это понял, является сотрудником ФСБ Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так что это можно вырезать и сделать по этому поводу объяснение. Дмитрий Анатольевич, как и Чубайс, братья Чубайсы, являются агентами ФСБ и ими управляются. Так что вот так вот. Поэтому нетрудно было Путину сделать рокировочку со своим агентом, который полностью зависим, полностью управляем. Сделать рокировочку, поменять, поставить его на свое место и потом опять занять незаконно опять свой пост. Так что Путин является незаконным президентом, Медведев является агентом ФСБ. Так, подождите, здесь был донат. Так, Пенек Московский. Да, Алмула, все будет хорошо. Аслан, я пропаду пока ненадолго. Да, Алмула. Да, хорошо, Пенек Московский, давай. Конечно, это небезопасно. Да. Абу Хамза Кумыкский. Да, Ал-Шуэль, Пенек Московский. Да, Лервойль. Да, Лучумна, Лервойль. Это очень опасно. Я знаю это. Я эту систему знаю очень неплохо. Поэтому Лервойль виз. Абу Хамза Кумыкский. Кто изображен на футболке? На футболке изображен генерал чеченских вооруженных сил Иса Мунаев, который стал шахидом, иншаллах, на украинской земле против русских оккупантов, российских оккупантов. Так, Умахан Андийский. Аслан, а вы знакомы с Магомедом Гамзатом, который тоже работает в СПБ университете? По-моему, я знаком с этим. Он аварец, скажите мне. Он аварец. Там у нас был один Магомед, аварец. И был один даргинец, но он был взрослый дядя для нас тогда. И этот даргинец мне очень помог. Очень помог. Хотя я уже был не рукопожатный, меня уже университета, как бы я уже отказался сотрудничать, я уже как клеймо на мне был. Все знали, а я всем ходил, рассказывал, меня ФСБ вербует, меня выкидывают из университета. Да, аварец, я знаю этого Магомеда, да. Он, по-моему, моих лет этого Магомеда, да-да-да, мы вместе учились. И вот этот даргинец мне помог с общежитием, он там занимался техническими вопросами, очень мне помог. Спасибо ему. Я не знаю, кто он, какую деятельность занимает там, потому что это мне казалось, что все там ФСБшники. Но то, что он, зная мою позицию, мою принципиальную позицию, что я отказался сотрудничать и меня выкидывают, уже, мне, короче, некуда было идти, и он не как-то что-то разрешил мне пожить в общежитии. Было дело, но это было очень давно. Так, третий раз вопрос. Какая разница между ЧРИ и ЧР? Почему, когда что-то рассказывают про свободную Чечню, добавляется обязательно Ичкерия? Потому что полное название Чеченской Республики означает Чеченская Республика Ичкерия. Только лишь поэтому. Так. Ёкарный бабай. Аслан, ты не понимаешь, если у тебя нет бороды, ты не имеешь никаких прав. Истинные чеченцы даже умирают на операционном столе, не позволяют хирургу делать операцию, если у него нет бороды. Вот и да так. Так, сенатор, я рад за тебя. У меня много друзей в Израиле. Хедера, евреи — это древний умный народ, это только КГБ и завистливые структуры говорят плохое про евреев. Согласен. Сергей Гайдаш, мое почтение и уважение за то, что вы делаете. Спасибо, Сергей. Так. Маждада, помню, в Чечне лет 5 назад по пятницам возле мечети даже за щетину задерживали. Видать, программа поменялась. Теперь и менты, и прокуроры, и стукачи бородой теперь праведный. Вот это поворот.
Там говорят, знаете, как было? Короче говоря, был такой случай, Путин ругался со своими там КГБшниками, да, генералами, или с военными, скорее всего, с КГБшниками. Ну, высказывают недовольство, даже власть-то не у одного Путина, да, она же распределена по разным генералам, по разным республикам, краям, областям. И кто-то высказывал, короче говоря, недовольство. И там Путин сказал: я вам пришлю бородачей. А это период, когда бород у этих кадыровцев уже нет этой, да, это у банды ФСБ кадыровцы, у них этой бороды уже нет. И Кадыров об этом услышал, что бородачей пришлю. И с тех пор сказал: отпускаем бороды, раз бородачи вот как-то понравится, да, вот это, их. И с тех пор они снова начали отпускать бороды. Дел дали, камелани, адел. Дел душу, адол. Так, ассаламу алейкум, Асан. Как здоровье, как родные? Салам, маршал, Дорик из Ингушетии. Ва алейкум салам, Ингушетия. Все хорошо, дал Бог астам. Альхамдулилlah. Шадик дигду. Все хорошо, только никто не завидует. Все хорошо. Братья, оставили. Таля, есть что Аслан позывной Николас или Кейдж? Лунный свет. Аслан, ты обещал, что мы сможем учить каждый стрим хотя бы по одному чеченскому слову. Лунный свет. Я в прошлый раз, когда мы закончили стрим, вспомнил, я не сказал этого слова. Давайте я скажу одно слово. Начнем с самых простых, распространенно. Баркалла. Это значит спасибо. Маршо. Это значит свобода. Вот запомнили. Баркалла, маршо. Спасибо, свобода. Вот два слова. Постарайтесь запомнить. Так, я перемотаю, господа, извиняйте. Аслан дерзкий. Мои комменты почему-то блокируют или удаляют. Что делать? Кто это делает, Аслан дерзкий? Скажи мне. Покажи мне этого человека. Не может этого быть. Даудов Али, Аслан, почему ты не ответил на мой вопрос? Потому что я не вижу вопроса. Если хотите, есть суперчат. Отправляйте суперчат, я обязательно отвечу. Чем говорить мне, что я не ответил, просто напишите повторно этот вопрос. Вилдфок, что скажешь насчет интервью Закаева насчет беженцев в Европе? Отличное, как всегда, отличное интервью. Макс Гартнер, Алейля, теперь я, наверное, буду брить бороду себе, или мне надо добраться до Кафыров, чтобы сбрить? Так. Просто так их не убивают, но 555, если нет, стреляю ракетами, то, конечно, летит обратка. Палестинцы что сказали, когда убивали чеченцев? Они сказали, что это внутреннее дело Российской Федерации. Да, а тогда вопросов к ним у меня больше нет. Умахан Андийский. Вроде очень умный, начитанный вы человек, Аслан, но подписчиков не очень много, да и намного доброжелательнее, чем тот же самый, который очень категоричен и с юмором все в порядке. Да, я 3 месяца веду эту деятельность. Из-за необходимости просто пришлось выйти в эфир. Так я очень давно веду эту деятельность. Так, мне кто-то звонит. Я пока не могу тебе ответить, брат, поэтому ты меня извини. Так. Леон Фишер. Аслан, можешь прояснить, как Ахмадзе стал премьером ЧРМ? Правда, что он проехал по всей Европе, прося уважаемых выдвинуть на этот пост, но все отказались, сказав, что он более достоин занять его. Лео Фишер, я об этом есть видео с Хусейном Исхановым, мы там обсуждаем, там, да, вы можете почитать, посмотреть Хусейн как участник этих событий, когда в это трудное время, когда никто не брал брошенное знамя Ичкерии Докой Умаровым и другими, Ахмед Закаев и его товарищи, его соратники подняли это знамя.
Поэтому это долгая история, я об этом много раз говорил, вы можете у меня на канале посмотреть, есть видео с Хусейном Исхановым, есть стрим, есть у меня общение с ним. Очень интересно, кстати, он много еще других вещей, подробностей рассказывает. Краем уа бехкали Аслан, всем друзі, набраніч по побачення. Очень приятно. Руслан Адамов. Аслан, ассаламу алейкум, кабардинцы с вами. Ва алейкум салам, кабарда. Кабардинцы, приветствую. Дудаев, генерал, был советский, поэтому и бороды у него не было. Михаил Липилин. Так. Я перематываю, господа, извиняюсь. Кевин Рендельман. Аслан, Ахмеда Аль-Хаджиева, знаешь? Знаю, и куда он делся, не знаю. Был и уехал. Сказал, меня не ищите. Ингуш Галги. Ассаламу алейкум, Асан. Муду, разве все дело в бороде? Ва алейкум салам. Нет, конечно. Нет, конечно. Юсуп Кукую. Ассаламу алейкум. Да поможет тебе Аллах, Асан. Ва алейкум салам. Баркаллах. Синики, это не я звонил. Нет, это не ты звонил. Другой звонил мне человек. Так, присоединяюсь к просьбе. Так, о чем, Аслан? Если мы станем союзниками Америки, чеченцам придется воевать против мусульман, как в Афганистане или в Ираке, или разрешить браки. Ты об этом подумал? Нет, не обязательно нам придется нигде воевать. Мы имеем право отказаться, если у нас не будет такого договора с ними, да, воевать. Можно что-то указать как-то. Но по поводу вот этих парадов и браков, да, это тоже надуманно. У нас Конституция прямо запрещает действия, которые противоречат нашим нравственным устоям. Это в Конституции, в нашем основном законе написано. Поэтому не придумывайте ничего. Давайте доживем до того момента, когда у нас будет свое государство, и нам скажут, вот вы вошли в НАТО, и теперь вам надо ехать в Афганистан. Давайте до этого дойдем. И тогда будем что-то обсуждать. В Афганистан, если бы сейчас не выбрал бы такой путь, они вообще в ужасном положении находились при талибах. Потому что полностью их вообще весь мир игнорировал. Пакистанские спецслужбы там финансировали, там проекты разные делались. С одной стороны были там Шах Масуды и разные другие, которые занимались там кто наркотиками, кто другими делами, оружием. И было очень все плачевно. Да? Очень все. Конечно, сейчас тоже там не очень хорошо. Но я хочу для своей страны не участь Афганистана. Вы это должны понять. Хотите вы это понимаете, хотите не понимаете. Но я хочу, чтобы у нас были технологии, чтобы у нас медицина была, чтобы у нас образование было, чтобы у нас социальный пакет для простых людей был, чтобы мы сегодня уже машины без водителей ездят, завтра будут эти машины летать без водителей. И мы получать должны технологии, знания, все знания, и исламские тоже. Но мы должны не только на исламских зацикливаться, а на всех. Потому что сегодня, к большому сожалению, исламские науки, ислам очень сильно отстал. Раньше мы были передовыми, да, мы были настоящими, искренними, передовыми, способными. Да. Сейчас мы очень сильно отброшены. Да. Никто не едет там получать знания там, в Саудовскую Аравию. Все едут получать знания в Кембридж, Оксфорд или еще куда-то. Поэтому нам надо, давайте отдохнем чуть-чуть, да, чуть-чуть наше поколение вырастет свободных, образованных, интеллектуальных людей. И никто нам не запрещает ислам. Все вот эти люди, которые ратуют за шариат, приезжают сюда, в Европу, и ратуют за шариат. Ну почему, если ты так сильно ратуешь, ты приезжаешь, значит, ты доверяешь, значит, тебя устраивают эти условия, которые тут есть. Тебе дают право исповедовать твою религию, как ты хочешь, главное, не мешай никому. Понятно?
Давайте вот эти условия, минимум создадим. Сейчас у нас нету никаких возможностей строить. Халифат, когда построят, которые раньше построили, арабы, там, которых 600 миллионов там, и больше, там, индонезийцы, которых там тоже, и другие там государства, которых тоже сотни миллионов. Пускай они построят, и мы тогда выберем быть с Европейским Союзом, или быть с арабским, с халифатом. И тогда мы скажем, ну да, халифат нам ближе, давайте в халифат. Давайте поэтапно все делать. Не давайте сразу, мы не можем построить, да, халифат, отдельно взятый в Чечне. Мы не можем. У нас нет ни знаний, ни возможностей. Давайте по мере возможностей. Надо сперва деоккупироваться и так далее. Степной волк. Борода — это всего лишь суна и крушение лица мужика. Так что замяньте этот базар. Да, базар лучше замять, знаете еще, во-первых. Во-первых, у арабов, вы как заметили, есть платки и длинные вот эти одежды. И когда нету бороды, можно там мужчину, у которого внешние признаки лица не очень мужественные, можно спутать с женщиной. И она там обязательно. У нас одежда, у нас кинжал, у нас бурка, у нас все вот эти патроны, даже эта футболка, другая одежда. Мы не носим платки, как арабы. Это не так принципиально, господа. У нас намного больше, чем рыть колодцы в Африке и носить бороду. Я не говорю, что это не надо. Я все прекрасно знаю без вас. Ну, что сунна, что фарз, я прекрасно знаю. Я общаюсь с людьми, я хожу в мечеть, я все знаю. Просто есть другие вещи, чтобы обсуждать. Я выкладываю какую-нибудь фотографию или видео, я могу там призывать там вещи, которые многие подумать даже боятся, которые со мной даже обсуждать это боятся. Когда мы встречаемся, да, здесь, там, в Москве, ой, не дай, давай не будем говорить. Просто обсуждать боятся. И говорят за бороду. Бородатые люди со мной боятся обсуждать это. Ой, это там агент, это там это, он провоцирует меня на что-то. Давайте, таджимал, и это самое главное, ночка, это не культурно, тоуш дать, дать. Мои тишь, я же тоже могу обидеться и там оскорбиться и там сказать что-нибудь нехорошее. Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Салам из Гамбурга. Джордж Буш. Ва алейкум салам, Гамбург. Так. Так, я перемотаю, господа. Опять я заговорился. Да, Степной волк, да, я забил на эти вопросы. Рамазан Магомадов. Поддерживаю за религию, не нужно отвечать, это провокация. Да, совершенно верно. Ибро Абдул, я полностью с тобой согласен. Да, не надо никого. Я просто уже, каждый новый заходит и говорит, о, ты там не так кружку взял, не там это сделал, ты не так это сделал, не так сидишь, не так чихаешь, не так зеваешь. Господа, у нас более важные дела есть. Так, Лео Фишер. Аслан, как вы думаете, если у Кадырова станет патовая ситуация, может ли он провозгласить независимость ЧРИ и насколько вероятен такой сценарий? Вероятен сценарий, практически вероятность равна нулю, во-первых. Во-вторых, провозгласить он не может. Государство, чеченское государство, оно существует. Руководителем его является Ахмед Закаев. Оно сейчас находится за рубежом. Провозгласить он себя может только рядовым гражданином этой страны. И все. Как только мы восстановим свои права, этот человек приглашается в суд, и все его преступления отдельно под микроскопом рассматриваются. И после того, как все рассмотрено, суд вынес независимое, объективное, справедливое решение по этому человеку, он несет наказание по этому преступлению. После этого он может вернуться в Чечню, если его там срок закончится, и там как-то. И все, и после этого он может жить себе спокойно, что практически невозможно. Так.
Эдуард Мамедов. Аслан, как вы думаете, возможно в правительстве Ичкерии специалисты за рубежом? Да, конечно, есть у нас специалисты. Ну, хотелось бы больше. Байсангур Шишани. Поздравляю всех с наступающим месяцем Рамадан. Аллаху шадежде алдоильшу. Вай. Да, я присоединяюсь к поздравлениям. Наступающим Рамаданом всех. Жорж Майер. Аслан, мужество и ум не в бороде. Этим людям не объяснить. Как Город, Аслан, не отвечай на бородатые вопросы. Да, не буду обращать, не буду. Все, проехали. Дудаев Гуард. Аслан, ты патриот Чирии. Ну, есть маленько. Google так. Аслан, ты адвокатом был, прекратил ли эту деятельность? Как только я начал вести YouTube-блог, меня лишили статуса адвоката. Чем безмерно горжусь. Теперь осталось возбудить против меня уголовное дело, потому что без уголовного дела в наше время даже несерьезно. Это испортит биографию, не иметь уголовного дела. Не знаю за что, но они обязательно найдут за что. Поэтому ждем с уголовного дела. Так, я перемотаю. Аслан, что-нибудь знаешь про Сергея Удальцова? Он еще сидел, кажется, сейчас опять на маршах против Путина. Ну, это такой... Нет, я его знаю, так его смотрел. Это человек, который будет расстреливать людей в кожаной куртке с удовольствием, мне кажется. Ну, или подписывать приказы, чтобы расстреливать. Йокарный Бабай. Аслан, как думаешь, в будущем, когда мы вступим в НАТО, мы будем участвовать в наведении порядка в Республике Московия, Волгоградской Республике и так далее в качестве миротворческого контингента? Ну, Йокарный Бабай, я считаю, что если будут беспорядки, то мы будем обязаны, если мы подписали соглашение, мы обязаны будем, конечно, наводить порядки, и наши добровольцы должны будут ехать в Московию и Волгоградскую республику. Конечно, мы просто обязаны. Так. Джахар Муртаза, дейрез хуйлон Аслан. Массана хуйл Джахар ван, дейрез. Рубайте Мицаев. Аслан, ты лицо чеченского народа, и я скажу так, ты наш красавец. Рубайте, ну не очень, может. Так. Егор Федорович, Аслан, едьте в Украину. Обязательно приеду, я собираюсь приехать, обязательно приеду. Американский ФБИ. Почему ты не говоришь про Тумсо, который является агентом ФСБ? Выявляй этого лицемера. Я не могу утверждать, что он является агентом ФСБ. Я вижу какие-то вещи, которые просто опасны для зрителей, для других людей. Вот, например, мне человек донатит, к нему уже приходила контора. Вот сейчас только что нам сообщили. И как бы это очень опасно. Для моих зрителей опасно. Я под каждым видео пишу, и я как бы об этом сообщаю. И не сводить к чеченизации. И все. Я не могу сказать, что он агент ФСБ. Поэтому я не могу такого сказать. Миру мир. Аслан, когда будет суд над преступлениями ичкерийцев? Ну, когда? А какие есть преступления ичкерийцев? Даже не имея никаких оснований, вы 26 тысяч наших уже ичкерийцев уже арестовали и дали от 10 лет срок. И до сих пор сажаете, убиваете. Чего вам еще не хватает, а? Бандиты, вам не хватает нашей крови, нашего горя, да? Бандиты. Так, перемотаю. Гуд Морган. Аслан, что ты думаешь о Зеленском? Ну, я был за Порошенко, честно признаюсь. До сих пор я к Зеленскому отношусь чуть-чуть с подозрением. Хотя с каждым днем он мне нравится все больше и больше. Так как вот его заявление о том, что надо выдать всем паспорт, всем противникам и те, кого угнетает Россия, выдать паспорта, это просто невероятно простой и легкий шаг. И он так это круто сделал, что я просто поражен. Я очень надеюсь, что этот человек просто будет подарком для Украины. А если он не будет подарком для Украины,
то за него будут нести ответственность все евреи, потому что он еврей. Поэтому он обязан не только за себя, а еще за евреев впрягаться. Рамазан Магомедов переобулся, все так делают в Украине. Да я за Украину, мне Зеленский, Порошенко, мне главное, чтобы тема шла, да, чтобы победа была, чтобы вот эту гадину, да, кремлевскую, гниду эту, чтобы он ее давил, все. Если давит, значит на верном пути, значит идут в Европу, значит идут в верном направлении. Лео Фишер. Аслан, за вами открыта охота, как за блогером Тумсо. К вам направлялись угрозы? Да, мне направлялись угрозы, но меня так активно не раскручивают. Мне не звонят там эти разные лорды, морды, джамбоксы, другие боксы. Мне не звонят. Ну, так, Алекс Эда, Аслан, ты делаешь для чеченского народа доброе дело. Спасибо тебе за все. Пожалуйста. Жора Майер, Зеленский уничтожит Путина. Очень на это надеюсь. Это было бы просто супер просто. Так. Ну что, господа, мы сколько уже общаемся? 1:40, господа. Я уже заговорился, мне с вами так весело, что я уже забыл времени, потерялся во времени. Давайте тогда, господа хорошие, на этой позитивной ноте закончим. Было приятно отвечать на ваши вопросы, приятно было доносить до вас свое видение ситуации. И обязательно в пятницу в это же время, в 9 часов, как обычно, по Берлину, по Москве это, по-моему, 10 уже, соберемся и опять обсудим положение вещей. Ассаламу алейкум.